Добрый вечер. У нас сегодня в гостях еще раз аналитик, системный аналитик Вахид Саипаев. Мы в прошлой передаче говорили про большой системный кризис в экономике. И основные тенденции развития мировой экономики. И к чему это, вот главные причины, и к чему это ведет, и какие вот фундаментальные какие-то принципы этих взаимодействий и вообще развития. Это вот как раз будет интересно продвинутой молодежи, потому что я буду рассказывать, что произойдет с экономикой в ближайшие 20, 30, 50 лет и на горизонте до 100 лет, то есть практически до конца 21 века. Нам-то уже, наверное, трудно до этого времени дожить, а наши дети, внуки будут жить, и им надо бы это все знать для того, чтобы правильно определиться в плане выбора профессии, в плане вообще целей жизненных своих, чтобы, как говорится, не попасть в просак. Поэтому я все это буду рассказывать сейчас. В прошлый раз мы обсуждали, в каком состоянии мировая экономика, и что у нее кризис, и мир будет распадаться на эти техноэкономические блоки. А вот сегодня давайте зададимся вопросом, а вообще за счет чего развивается мировая экономика? Особенно последние 200 лет, начиная с 18 века. Если одной фразы, вся мировая экономика развивается за счет научно-технического прогресса. То есть появление науки, появление технологий и то, что стали называть научно-технической революцией, потом начали называть научно-технический прогресс. И мы его видим на глазах, что появляются совершенно новые инновационные какие-то продукты в экономике. А тогда возникает следующий вопрос. А научно-технический прогресс за счет чего развивается? Что его толкает? И вот здесь мы подходим к понятию так называемых техноукладов. И вот сейчас я вкратце расскажу историю этого вопроса. Значит, где-то в 20-30-е годы был такой экономист очень известный Кондратьев. Он эмпирически сопоставлял различные данные макроэкономические и обнаружил, что каждые 50-60 лет в мировой экономике идет такая волна. Сначала подъем, потом какая-то верхушечка, потом спад. И получается, во время подъема идет рост всей мировой экономики, потом лет 20 живут хорошо, богато, а потом опять начинается спад. И он очень этому удивился, начал это все сопоставить. Потом выяснилось, что есть не только волны Кондратьева, которые там длятся 56 лет, есть более короткие волны там по 20-30 лет, еще короче есть там по 5-10 лет. Но сейчас мы говорим только о волнах, потому что они напрямую связаны с развитием научно-технического прогресса, который, как я сказал, связан с появлением новых технологических укладов. Он задумался, выяснил все это, опубликовал. И он все никак не мог понять, а почему волной идет, почему потом все-таки наступает спад. И пришел к выводу, что идет износ, как сказали бы марксистские экономисты, износ основных фондов. То есть дороги стареют, мосты стареют, заводы стареют, здания стареют. И самое главное, морально устаревает прежний технологический уклад. Он уже становится не такой производительный, норма прибыли начинает снижаться. И за счет этого начинается спад. И нам так повезло, я не знаю, повезло, нет. Мне лично очень интересный период жизни мы пережили. Если вспомнить, с чего мы начинали, мы в школе еще перьями писали, и чернильница была, а сейчас какой уровень техники, да? Так мы, к сожалению, попали как раз в этот спад волны Кондратьева, 5-го технологического уклада, и находимся на подъеме, который начался с 20-х где-то годов, 20-30-е годы, то есть сейчас время, где мы живем, начинается волна подъема этого шестой волны технологического уклада, 6-го, и он будет длиться лет 20-25. Этот период, наверное, мы еще застанем, а там дальше уже будет лет 20 высокого подъема, а потом опять пойдет спад. Но это уже будет, грубо говоря, в 2060-70 году. Нас это уже вряд ли будет волновать. А молодежи надо об этом знать, конечно. Так вот, что такое технологический уклад? Это очень часто люди не понимают. Есть аналоги этого термина.
Очень удачный есть термин «инновационная волна». Это как бы начинаешь понимать, что это какая-то новая волна новых технологий. За счет этого вот это инновации, за счет этого экономика поднимается. Или же есть такой вот, ну это больше немцы использовали, технико-экономическая парадигма развития. То есть особенность развития производства на данном этапе научно-технического прогресса. Или ну, вот какой-то инновационный новый технический способ нового производства. То есть что это, образно говоря? Ну, раньше вручную ковали, потом машины начали делать, потом еще что-то появилось, да? То есть вот все время усложняется экономика за счет достижений научно-технического прогресса. Вот. Теперь, значит, вот надо быстренько пробежаться, потому что не все это знают. Первый технологический уклад или первая инновационная волна, это вот был конец 18-го, начало 19 века. Мне кажется, нет смысла даже годы называть. Ну, там, допустим, 1770-1830. Ну, я даже потом уже думаю, нет смысла. Ее условно, вот эту первую промышленную революцию назвали эпохой текстиля. В Великобритании был придуман ткацкий станок. Начали усиленно выращивать овец, собирать шерсть, делать ткань, и на ткацких станках появилось массовое производство тканей. За счет этого очень сильно обогатилась Великобритания. Значит, появилась текстильная промышленность первая. Потом еще научились использовать энергию воды, особенно кинетическую падающую, вот, типа мельниц. И то есть началась механизация труда, а значит появилась первая поточное производство, и начала производительность труда повышаться. Но дальше возникает вторая технологическая волна. Это уже 1830-80-е годы, то есть весь 19 век, который назвали эпохой пара. Используют энергию пара. Появляются пароходы, появляются паровозы, значит, широко внедряются паровые двигатели вообще в промышленное производство. И вот это был второй технологический уклад, вторая стадия научно-технического прогресса. Дальше, значит, в конце 19-го и в первой трети 20 века, 80-е годы 19-го и 30-е годы 20-го, появился третий технологический уклад, который был назван эпоха стали. Там, значит, что произошло? В основе всего промышленного производства начали использовать так называемый стальной прокат. И появилось сразу производство станков, оборудования, промышленное производство электроэнергии. И было сделано очень много открытий в области химии, появилась радиосвязь, появился телеграф. Небоскребы. Да, появился автомобиль, его величество автомобиль. И одновременно с точки зрения экономики начали появляться крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. Вот тогда они озаботились, буржуины, что надо антимонопольные законы принимать. И на рынке господствовали вот эти монополии. То есть с точки зрения исторического развития мировой экономики началась концентрация банковского и финансового капитала. Вот тогда как бы начали появляться вот эти самые первые миллионеры, потом уже и миллиардеры. Дальше в 30-е и 70-е годы, то есть практически основную часть 20 века, произошла новая инновационная волна, четвертый технологический уклад, который получил название эпоха нефти. И мы сейчас это знаем, мы это все видим. То есть произошло дальнейшее развитие энергетики с использованием углеводородов, то есть нефти и газа. Произошло развитие средств связи, появились новые синтетические материалы. Началось массовое производство автомобилей. Люди начали все массово ездить на автомобилях. Ну и, конечно, появились трактора, комбайны, самолеты, различные виды оружия, конечно, появились. Вот, военные самолеты, военные танки. Танк же это тот же трактор, только с военным назначением. Да? Огромное количество появилось товаров народного потребления, которые мы вот до сих пор видим в магазинах. Наконец, началось появление компьютеров и программных продуктов их обеспечения. Это, в то время это были огромные компьютеры, вот, как целую комнату, но они сам факт появились. Вот. И появилась атомная энергия. Мы все знаем, что после Второй мировой войны
появилось первое атомное оружие, потом появились атомные электростанции. Все конвейерные технологии, придуманные Генри Фордом, стали массовыми. За счет этого резко увеличилась производительность труда. И вот как раз в этот период четвертого технологического уклада, то есть практически весь 20 век, появляются вот эти самые транснациональные, межнациональные корпорации, как говорят, международные компании, транснациональные корпорации, о которых сейчас только ленивый не говорит, что вот они все захватывают наши... Ну, действительно, есть такие международные компании, транснациональные корпорации, которые такие страны, как Кыргызстан, могут купить вот просто дюжиной, огромные деньги имеют. Просто потрохами некоторые государства, как наши, могут там, как говорится, в воскресенье на рынке десяток Кыргызстанов купить. Такие у них огромные деньги. И мы еще с удовольствием согласимся, если они нас купят и нас будут содержать. Вот. Так вот, они начали осуществлять прямые инвестиции. Вот мы все время, значит, заклинаем, нам нужны международные инвесторы. Это вот как раз вот такие компании. Тот же наш Кумтор, значит, Кумтор, да, это вот как раз представители транснациональных корпораций у нас тут работали. Вот. И, наконец, вот на наших глазах с 70-го года и вот по настоящее время, ну, практически по 2010-2015 год, вот я же сказал, шестой начинается где-то с 2020-го, а до этого все был пятый технологический уклад. Это были изобретены и появились целый ряд инновационных технологий, которые используются повсеместно уже во всей мировой экономике. Я вот просто бегло перечислю. Микроэлектроника, вычислительная техника, оптоволоконная техника, программное обеспечение компьютеров, да, сами компьютерные сети, телекоммуникации, связи, передачи, хранения информации, роботостроение, при производстве переработки углеводородов, опять же нефти и газа, при оказании информационных услуг, то есть он все больше стал сегмент информационных услуг возникать, производство, значит, на основе биотехнологий, производство на основе клеточных инженерных, так сказать, решений, производство на основе генно-инженерных подходов, космическая техника появилась, были созданы принципиально новые материалы. Вот, с какими-то уже определенными нужными свойствами. При этом начал происходить экономический как бы переход отдельных разрозненных фирмочек, средних фирм, крупных фирм к единой сети крупных мелких компаний. Они уже соединены между собой с помощью электронной сети, то есть уже интернета, то есть уже идет постоянно тесное взаимодействие в области производства новых технологий. И мы сейчас знаем часто, что некие компании вообще по всему миру разбросаны, и вот создали новый какой-то продукт, новый вид компьютера. Или вот производство вакцин при ковиде. Тоже вот типичный вид кооперации стали в разных местах. И вот сейчас мы находимся в начале развития шестого технологического уклада, и это и определяет основной тренд. Это вот за счет чего, как бы, как мы, короче говоря, как мы дальше жить начнем, да, что у нас будет. И вот здесь, конечно, начинаются самые фантастические вещи. Во-первых, это вот так называемые наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. То есть это совершенно новые революционные материалы, новые революционные технологии, основанные на микрочастицах, на наночастицах. Так называемые, даже непонятно, что это, будем, ну, бегло можно сказать, молекулярная фотоника и нанофотоника, наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, нанофармакология, кстати говоря, лекарства будут созданы такие, которые будут прямо внутрь клеток проникать, наносистемная техника, нанооборудование. Вот все, что, как говорится, связано с наноматериалами, с наноструктурами, с нанотехнологиями. Это вот Графены, например. графен, совершенно верно. Вот однослойный молекулярный слой это, углерода, вот графен, да, совершенно с новыми свойствами материала. Дальше это все клеточные технологии, то есть на основе выращивания различных клеток. Ну, у всех на слуху, допустим, стволовые клетки. Клеточная терапия. Можно выделять различные виды клеток, они потом будут продуцировать какие-то, значит, необходимые гуморальные факторы для здоровья, для лечения и так далее. Или сами клетки будут вводиться. Ну, сейчас уже даже делают пересадку
костного мозга, это вот при некоторых видах опухолей, это тоже вариант клеточной технологии. Это все технологии генно-инженерные, так называемые. То есть вставить или отрезать какие-то гены. И вот у нас сейчас люди все боятся генно-модифицированных продуктов, но а что их бояться? Вот как бы с помощью генной инженерии делают какую-нибудь там пшеницу, условно говоря, морозоустойчивую, да? И она уже может в более северных широтах расти. И мы ее кушаем, и ничего страшного. А могут, допустим, какой-то ген засухоустойчивости добавить какому-то сорту риса. И он уже не будет так много потреблять воды. Может уже в более засушливых странах выращивать рис. Ну, это условно говоря. То есть есть какие-то генетически обусловленные заболевания, там, несвертываемость крови или еще что-то. Можно в эмбрион будет ввести нужный ген, и такие дети выздоровеют, допустим. Да? То есть вот, генная инженерия будет очень широко развита. Вот, посмотрим, как все дальше. Потом есть такая очень, это, наверное, вот, вам как физику даже ближе, некие когнитивные технологии и аддитивные технологии. Когнитивные – это все, что связано с взаимодействием человеческого мозга со всеми современными информационными технологиями, компьютерными технологиями, и даже симбиоз вот типа робокопа, да, вот что-то типа синтез человека с компьютером, да, на этом может. А аддитивные — это вот в основном все знают 3D-принтеры. Можно вот и дом построить 3D-принтером, и ухо вырастить 3D-принтером. В общем, вот такие технологии будут развиваться. Ну, это, конечно, производство роботов, роботизированных линий на основе новых технологий. Вообще роботостроение. Причем, интересно, некоторые роботы, вот, ну, странные, они там чисто на промышленных роботах, ну, там вот, показывают же, там идет сборка. Со всех сторон роботы что-то там вставляют, что-то там паяют, что-то собирают. А есть направление антропороботы. Это вот очень любят этим японцы заниматься. Там, значит, девушка сидит такая красивая, а на самом деле она робот. И, говорят, пользуется большим спросом среди богатых японцев. Вот. Дальше. Ведущие уже есть роботы, теленовости. Да, не, ну это не только. Там, значит, появятся роботы, связанные с медициной, будут помогать при постановке диагноза, при выборе тактики, стратегии тактики лечения. Некоторые роботы смогут даже часть операций медицинских, допустим. Ну, допустим, роботу можно поручить сделать повязку или там раневую поверхность покрыть специальной какой-то сеточкой. Он спокойно с этим справится. Кстати, есть робот да Винчи, вот у меня сын на нем работает периодически. Это вот такой робот, он сам все режет, а ты только им управляешь, сидя, как это. Режет что? Он режет, робот режет, как полагается, вскрывает рану. Ага. Да, он отрезает нужное место, вставляет нужный клапан. У меня сын, допустим, занимается трансплантацией сердца и легких вот, в центре в Ганновере. Да? Вот у них есть робот да Винчи. Некоторые специалисты уже могут какие-то тонкие операции сделать с помощью робота. То есть ты сидишь фактически как оператор уже робота, а робот, он не ошибется, у него рука не дрожит. Ты хорошо видишь там на большом разрешении, точно разрез, сколько надо, ты можешь параметры задать, это именно сколько там миллиметров, нанометров, там, какая глубина, он сам может разрезать, сам может запаять, коагуляцию сделать, сшить, идеальный будет шов. Вот, пожалуйста, это будет одно из приложений, и это будет все сильнее распространяться у нас. Вот. Дальше, энергетика. Ну, тут очень интересно. Во-первых, водородная энергетика. Вот, наконец, мы дозрели. Когда-то я в школе читал «Моделист-конструктор» и «Юный техник», там насчет водородных двигателей еще тогда писали. Но вот это лобби нефтяное не давало этому развиваться. А сейчас вот как раз вот эти банкиры хотят переломить нефтяное лобби и создать зеленые технологии, в том числе вот водородные. И им это выгоднее. Они хотят освободиться от диктата, значит, нефти и газа. Соответственно, что получится? Тогда, допустим, Россия будет добывать тот же газ, ну, тот же метан, к примеру. Потом путем химических превращений будет оттуда это самое, выделять отдельно водород.
Потом этот водород можно транспортировать через трубопроводы в газообразном или в жидком состоянии. Да? Можно делать танкеры, которые будут возить водород. И это будет экологически чистая, зеленая, новая энергетика, потому что водород абсолютно безвреден для окружающей среды. Появятся, соответственно, можно сказать, автомобилистам и машины, работающие на водородном двигателе. Можно будет заливать этот водород. То есть масса проблем, технологий. Взрываться будет, если Вот это неправильно. как раз совершенно верно, может образоваться гремучий газ. Поэтому как раз будет разрабатываться целый комплекс технологий, как связанных с добычей просто природных газов и их переработкой в водород раз, или с получением водорода из воды путем гидролиза 2, предотвращение реакции образования гремучего газа, потому что он рванет, так и рванет. Кстати, по-моему, была вот эта книга, и фильм даже был «Тайна двух океанов». Там был супер какой-то секретный подводная лодка, и там, помню, был применен принцип вот этого гремучего газа. То есть там в каких-то дюнах образовывался гремучий газ и давал взрыв, и образовалась реактивная тяга. И, в общем, эта лодка носилась по мировому океану с невероятной скоростью. Ну, это вот инженерные мысли, кстати, все рождаются из научной фантастики. Вот. То есть это огромная отрасль экономики. Транспортировка водорода, распределение, вот эти танкеры, потом водородные станции, чтобы ты мог приехать и залить. Ну, у нас есть же сейчас эти на газе Газовые, ездят да. машины, ну, значит, и на водороде это же тоже газ, вариант газа. Вот. То есть это все будет развиваться. Дальше, ну это вообще близко с вашей первой профессией, это все ядерная технология. То есть никуда разработка и использование различных технологий, связанных с управляемыми ядерными реакциями, как распада ядерного, так и термоядерного синтеза, никуда это никто не отменял. И вот мне просто интересно, сколько они еще будут заниматься термоядерным синтезом. Это оказалась большая проблема. Они же и вот этот Коллайдер. коллайдер в ЦЕРНе, или где они создали из-за этого. Да? Но, как обычно бывает, конечная цель еще не достигнута, но по дороге сколько открытий новых сделано. Новые частицы открыты, новые виды взаимодействия. То есть там В хватает. Кыргызстане атомную станцию хотят построить. Кстати, вот это хороший вопрос. Я только за. Дело в том, что это не атомная станция, вот в классическом ее виде. Это передвижная ядерная силовая установка. Она была создана в конце 50-х, начале 60-х годов. Ее начали устанавливать на ледоколы. СССР был мировой лидер по производству ледоколов, и они были абсолютно безопасны. И вот с конца 50-х, вот сколько уже лет, они до сих пор самые мощные ледоколы у России. И там всюду вот эти усовершенствованные ядерные установки силовые. Она чем удобна? Она в сборе. Для нее только нужно место определенное, ну там, условно говоря, бетонную площадку и огородить, чтобы не шастал посторонний народ. А так ее эксплуатировать очень легко, и она очень безопасна. Поэтому я, например, только за. Если нам, Горючее. А? Горючее. Ну вот насчет горючего, это надо разговаривать с Росатомом. Кстати, я и не против разработки урановых руд. Но они же у нас и раньше разрабатывались. Потому что у нас люди не очень понимают. Одно дело добыть урановую руду, а там дальше флотоконцентрат, а дальше потом обогащение. Это отдельная песня, которой надо отдельно заниматься. И, кстати, у нас в Карабалте же был... Там какой процент очистки идет урана? Вот это я не знаю, поскольку я не ядерщик. Это все можно узнать. Но в целом могу сказать, что вот эти ядерные силовые установки, которые устанавливались а сейчас они как огромные города, ледоколы. Там внутри кинотеатры, значит, эти плавательные бассейны, тренажерные залы. Ну там же народ иногда по 6-8 месяцев ходит, да, вот через вот эти места. Вот. Они безопасны, и их с самого начала проектировали. Поэтому бояться их не надо. Главное, чтобы их правильно эксплуатировали и следили. Но мне кажется, сам Росатом будет заинтересован. И мне кажется, тогда, забегая вперед,
мы бы наши проблемы энергетики решили. Потому что у нас идет деградация ледников. Мы как-то говорили, что с 30-х годов идет наблюдение уже почти 100 лет, и на треть они деградировали, без всякого кумтора, потому что экологическая обстановка ухудшилась. Да? А значит, маловодье, так называемое, будет процесс, идущий из года в год, да еще с усилением. Вот какая у нас, кстати, зима была в этом году. Снег-то почти и не выпадал. Поэтому встает вопрос, а где нам добывать электроэнергию? Раньше мы говорили, у нас навалом гидроэлектростанции, кстати говоря, вот забегая вперед, да? Вот эти большие гидроэлектростанции создают массу экологических проблем. Это раз. Во-вторых, все время возникают проблемы с соседями снизу, то есть с узбеками и с казахами. Поэтому эту практику надо заканчивать. Но то, что уже начали, надо докончить. Но вообще от идеи, вот была там идея большую гидроэлектростанцию на Сараджай, это все надо заканчивать. Только сеть малых гидроэлектростанций. Прекрасный опыт Японии. Она уже внедрила в Бутане, в Непале, в горных этих речках Тибета. Вот эти малые они прекрасно обеспечивают все местные объекты. Такая сетевая система получается. Не надо огромные расходы по плотине, потом затоплять огромные территории, вся экологическая обстановка там, ну фактически это происходит катастрофа, когда все заливается, такие территории заливаются с большими водоемами. Потом всегда есть риск. Время подходит к концу. Да, я сейчас заканчиваю. Вот. И поэтому надо, если бы мы сделали хотя бы на севере Кыргызстана одну вот такую силовую ядерную установку, и на юге вторую, север и юг мы бы обеспечили бы бесперебойным снабжением электроэнергии. И, кстати, даже в Европе атомную энергетику признали, причислили к лику зеленых технологий. Ну и, конечно, ветряки, там все эти солнечные, ради бога, тем более, если под это будут выделять деньги, та же Европа, почему бы нам не поставить где-нибудь в Боме такие вот ветряки. Следующее, значит, квантовые компьютеры, гибридные формы функционирования живых нервных систем, нейросетей мозга на основе объединения живых организмов и компьютерных технологий, создание искусственного интеллекта и глобальных информационных сетей. Вот это тоже очень важно. И таким образом вся экономика выйдет на принципиально качественный новый уровень управления, следующих систем управления. Во-первых, управление государствами. Хоть одним, хоть комплексом. То есть система способов госуправления улучшится за счет этого. Дальше. Управление всей мировой экономикой улучшится. Управление ресурсами всей планеты улучшится. Управление сообществом всех людей на Земле улучшится. Регулирование численности населения можно будет производить. Поддерживать биоразнообразие растений и животных. Вот. И сохранить все природные экологические системы и баланс между природными и антропогенными экосистемами, которые успел создать человек. Фактически мы уже в эту фазу вступили. Теперь, значит, в странах Запада развитых уже доля производительных сил 4-го технологического уклада всего лишь 20%. Это вот та самая эпоха нефти. Доля производительных сил 5-го технологического уклада, то есть вот это компьютерные и информационные технологии в основном, да, и роботостроение, и наноматериал, уже 60%, а 6-й технологический уклад уже около 5%. Но массово развиваются продукты 6-го технологического уклада в США. Я как-то в одной передаче говорил, бенефициаром, самым главным выгодополучателем 6-го технологического уклада США. И, кстати, надо сказать таким людям типа Трампа спасибо. Он усиленно вот эти все технологии начал в Америке собирать. По отдельным направлениям где-то, ну, с ними могут в ноздрю идти Япония, там, Германия, да, там, может там Южная Корея, кстати говоря. Да? Но если сравнить массово, то массово, вот просто как из рога изобилия, продукты 6-го технологического уклада посыпятся в США. И буквально через лет 20-30 все будут Америке сильно завидовать за это. Вот. То есть вот такая ситуация. И буквально еще два слова. Очень интересно, значит, собирались футурологи и как бы давали прогноз, какая же будет мировая экономика через 100 лет.
И решили, что, во-первых, она будет так называемая регенеративная экономика, то есть от линейного, поступательного и расходного типа развития она перейдет к возобновляемости, к регенеративности. Все ресурсы будут возобновляться, и все производственные циклы будут замыкаться. Базовой императивной нормой организации любой экономической деятельности станет требование соблюдения баланса в экосистемах Земли, то есть это вот просто экологический императив. Любой продукт будет иметь точное время жизни и утилизации. То есть, условно говоря, трактор через какое-то время просто станет, и его придется сдать и получить новый трактор. Да? Дальше. Вот я уже не знаю, мне кажется, это уже даже не капитализм, а социализм. Вот в частности же на Давосском форуме же был разговор об инклюзивном капитализме. Кстати, говорят, а что такое инклюзив? Ну, современный капитализм эксклюзивный, то есть выгоду от капитала получают отдельные люди, капиталисты, вот эти самые буржуины, финансисты, миллионеры, миллиардеры. А Шваб говорит, будет инклюзивный капитализм, то есть выгода от развития экономики и капитала в целом будет для всех людей Земли. Ну уж не знаю, правда, он говорит, что надо миллиард населения, а у нас уже под 8. Дальше, вот это очень интересно. Экономика самореализации. Вместо экономики неограниченного потребления и постоянного стимулирования роста потребностей людей будет сформирована экономика, основанная на культуре управления потребления, на основе концепции удовлетворенности необходимым. В такой модели развития экономики переориентируется экономика и культура в целом на удовлетворение высших духовных потребностей человека. То есть люди переключатся с потребления материальных продуктов на духовное развитие, на познание творчества, на самореализацию личности. Таким образом сформируется экономика самореализации. И даже старик Маркс считает это коммунизм в концепции. Дальше появится так называемый ценностный капитал. Это не просто деньги. Деньги вообще уже не будут играть роль. В капитал такой ценностный включается природное, культурное, социальное, интеллектуальное достояние всего общества людей планеты Земля. В таком ценностном капитале будет, допустим, включаться не только карбоновый след, да, вот как сейчас говорят, снижение уровня углекислого газа, техногенного происхождения, но такие единицы измерения капитала, как уровень плодородия почв, уровень сохранения биоразнообразия растений и животных, уровень баланса природных экосистем и так далее, появятся в сообществе людей, которые живут в разных государствах, но имеют новые меры, критерии ценностей, которые вообще не сводятся к деньгам. Эти меры будут конвертироваться между собой. Люди будут обмениваться вот такими показателями, какой у них уровень биоразнообразия или плодородия почв. Наконец, последняя технология роста стабильной экономики. Будет происходить одновременный большой сбор данных, массива экономических показателей со всей планеты. Все это будет контролироваться всемирным единым интеллектом искусственным. И уже он будет говорить, сколько всем людям планеты Земля надо произвести условно колбасы, условно автомобилей, условно там, электроэнергии. То есть все будет оптимизировано ровно столько, сколько нужно, ни на грамм меньше, ни на грамм больше. Вот такие интересные вещи. И последнее. Да, время уже, да. Вот. Очень коротко. Так вот, последний абзац. Значит, регулированное экономическое развитие будет осуществляться каким-то синтезом рыночных плановых инструментов. Регулирование мировой экономики будет полностью автоматизировано. Значит, рынок вообще будет переведен на уровень взаимодействия машин и человека-машинных интерфейсов. То есть, самое интересное, у каждого человека появится свой цифровой аватар. Вот этот цифровой аватар будет заниматься всеми твоими экономическими... Вместо тебя. То есть ты будешь заниматься творчеством, думать о сохранении планеты, заниматься биоразнообразием, а твой цифровой аватар за тебя решит, сколько надо заплатить там за коммунальные услуги, какую покупку тебе. Если ты ему просто скажешь, мне надо, да, допустим, да, дашь задание, он тебе выберет хороший автомобиль, телевизор, что хочешь, вплоть до одежды. То есть вот такой интересный мир рисуют футурологи, будет через 100 лет. Ну, правда, я не знаю, мы до этого доживем или не доживем. Действительно похоже на коммунизм, ну, конечно. на Маркса, только вот большевики немного изменили, они же
выдвинули концепцию, что коммунизм возможно построить в отдельно взятой стране. А Маркс сказал Это, конечно, он же всё. говорил о создании нового типа человека. Человека, которому не нужно рвачество, обогащение, деньги, богатство, который живет ради людей, потребляет ровно столько, сколько ему надо. Но ни в коем случае ни Плюшкин под себя не тянет. И недаром же великий русский философ Мережковский говорил, эти марксисты, эти эпикуровские поросята хотят превратить Царство Божье на земле в царство сытости на небе. И он же еще сказал, что коммунизм это не означает много колбасы. Это вот как раз он хотел подчеркнуть, что дело не в потреблении материальных благ, а действительно надо создать совершенно новую формацию людей, которые друг к другу действительно относятся как братья. Когда исчезнут войны, когда не будет ненависти, не будет зависти, каждый будет стараться помочь другим, и они будут стараться помочь тебе, и каждый человек максимально будет раскрывать те свои способности, которые у него наилучшим образом развиты. Но вот последнее буквально. Появилась концепция будущего 7-го технологического уклада, который говорит не то, что я вот все перечислял, вот эти новые технологии, а создание новой породы людей, которая будет способна создавать все эти новые инновационные продукты. То есть это Евгеника. Мы вернемся к новому вопросу создания новой породы людей с помощью генно-инженерных, клеточных прочих методов. И, кстати, сейчас уже есть такие работы, вот, допустим, профессора Савельева, он предложил как бы картирование мозга, там есть специальные поля в коре, и, допустим, уже сейчас это можно сделать, там, допустим, в 20 лет человеку сделать, ну, там просто разрешение должно быть в пределах 5 ангстрем, допустим, да. У тебя, допустим, проверяют мозг, и тебе дают, и говорят, у вас прекрасно развиты зрительные поля, вы можете стать, к примеру, художником. Или говорят, а у вас прекрасно развиты слуховые поля, причем у вас 2-3 раза сильнее они развиты поля эти, чем у среднестатистических, значит, вам можно стать музыкантом. У вас прекрасно развита ходовая часть, да, вот мозжечковая, вы будете прекрасный спортсмен там, или воин там, или еще кто-то. То есть удивительные вещи могут произойти. Может, тогда человек сможет уже даже не задумываться, а кем мне стать. Или вот как у нас все кинулись в экономисты, юристы, да, а стать там инженером. Но благодаря картированию мозга у тебя будет уже конкретно написано, у вас предрасположенность к вот таким видам деятельности. И выбирай это. Пожалуйста. Все, на этом закончим. Спасибо большое. Мы говорили о вот этих техноэкономических укладах и к чему человечество движется, да? Да, да, и Спасибо кондратьевских волнах, Спасибо инновационных. большое. У нас в гостях был Бахыт Сайпаев, аналитик. Спасибо. До свидания.